Внешне обычная стоянка за 15 минут кардинально преобразилась. Припаркованные автомобили руками умелых комсомольцев превращались в агит-колонну. Микромитинг, посвященный годовщине со дня рождения Татьяны Бибиной, организовали и провели стремительно, как революцию 17 года. Уважаемые товарищи, мы люди стойкие, правильно, вот здесь, говорит, начинайте, замерзнем. Мы не замерзнем даже в 40-градусный мороз, потому что мы пламенные коммунисты. Пока коммунисты пламенели душой от идей и щеками от мороза, подготовка к старту завершилась. Валентина Зайцева перед началом автопробега напомнила о подвиге Татьяны Бибиной. С нее надо брать пример, и тогда не будет у нас молодых людей, которые жгут государственные флаги, которые занимаются терроризмом, которые сегодня видят свою жизнь только в богатстве. Вот пример одна конкретная Таня Бибина. Редкие документальные свидетельства жизни и подвига Татьяны Бибиной сейчас хранятся в Мордовском объединенном краеведческом музее имени Воронина. Пожелтевшие листочки уже не передадут той стремительности, с которой имя молодой крановщицы из Мордовии стало известно по всему Советскому Союзу. Об этом подвиге сразу же по всей стране узнали, потому что было написано во многих газетах, и «Правда» писала, и журнал «Советский Союз», «Работница», наш, естественно, мордовские газеты писали. Очень много стихов было написано по этому поводу. Сейчас о том, что Татьяна Бибина спасла жизни людей и не дала крану рухнуть на баню, помнят в основном взрослые поколения и, конечно же, те, кто обязан ей своим спасением. Я, мол, надо мне голову мыть. И мы полезли под самые эти котлы. Как только затрещали эти котлы, невозможно. Мы прям в сторону оттуда ушли, и сразу шум на улице. Кто на окна встали, кто дверь открыли. Татьяне Бибиной и ее подвигу мордовские коммунисты посвятили свой автопробег из Саранска до места гибели девушки в поселке Рамаданово. Почти 60 лет прошло с момента падения того крана. За эти годы не раз случалось, что техника также кренилась и даже падала на строящиеся дома. Однако по силе морального воздействия на людей и примеру самопожертвования с тем случаем их не сравнить. Евгений Волков, Александр Данилов. Наши новости.